день. Я приветствую аудиторию Якутского Саха-информационного агентства, а также наших гостей в студии. Меня зовут Розалия Борисова. И мы с сегодняшнего дня в рамках проекта «Жизнь в районах» открываем третью рубрику «Общая забота». В Республиканском медиацентре еженедельно будут проходить круглые столы совместно с редакциями районных газет. В рамках рубрики мы постараемся помочь жителям районов решить те проблемы, которые на сегодняшний день наиболее актуальны. Первая тема, которую мы сегодня будем решать, попытаемся решить, касается доступности банковских услуг. Тема была выбрана не случайно, так как мы получаем огромное количество писем, где жители разных районов республики рассказывают нам о своих проблемах. И сегодня в качестве экспертов у нас выступает директор якутского регионального филиала Россельхозбанка Василий Тимофеев, начальник отдела розничных продаж Россельхозбанка Евдокия Мигалкина, начальник управления продаж и обслуживания в сети Якутское отделение Сбербанк Николай Иванчиков, руководитель пресс-центра Якутского отделения Сбербанка Жанна Никонова, а также в нашей студии наши коллеги, редактор проекта «Жизнь в районах» Полина Николаева, а также обозреватель республиканской газеты «Якутия» Алексей Рудых. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вопросы от наших коллег, журналистов у устных газет поступают к нам в режиме онлайн. И предлагаю перейти к их обсуждению и разобраться в сложившейся ситуации. Так, начнем с первого вопроса. Это вопрос у нас отправил главный редактор районной газеты «Северная заря». Вопрос вы видите на экране. Саймиконского УСа Анна Галузо. Жители Ямиконского района крайне не удовлетворены деятельностью отделения Сбербанк. Бюджетников перевели на карточную систему в Ямиконском УСе, и из 7 населенных пунктов только в 2 есть банкоматы, это Уснера и Тамтор. В остальных 5 селах банкоматов нет. И жители вынуждены ездить за 100 километров в Уснеру или в Тамтор. Всего 3 банкомата, из которых 2 сейчас в рабочем состоянии. И обычно, когда ломаются банкоматы, жителям приходится ждать специалиста из Якутска. Пожалуйста, на первый вопрос. Добрый день, уважаемые участники круглого стола, уважаемые телезрители, если ведется трансляция. Давайте я сейчас расскажу в целом о обслуживании Сбербанка в районах республики. Часть из этих вопросов они будут отражены в моем докладе, какая-то часть снимется, на какую-то я дам дополнительные комментарии. На сегодняшний день Сбербанк обслуживает население в 113 филиалах. Режим этих филиалов преобладает с понедельника по пятницу, 5-дневный режим с 9 до 5. Один день в неделю работают 12 филиалов, от 2 до 4 дней 27 филиалов. Устройство самообслуживания Сбербанка – это 432 банкомата, 432 устройства, из них 290 банкоматов и 142 информационно-платежных терминала. Устройство посттерминалы – это устройства для оплаты по банковским картам в магазинах и в точках продаж, представлены в количестве 8060 штук, из них в районах республики 3650 устройств. Также мы ведем работу постоянно по автоматизации офисов. У нас в 2016 году был автоматизирован 1 филиал, то есть из ручного обслуживания он переведен на автоматизированные системы. И в планах на 2017 год у нас 17 подобных филиалов. В течение года мы планируем автоматизировать. По ситуации, это Уснера, да, пишет нам? Да. Ситуация в Уснере у нас на сегодняшний день блок проблем выделен следующим образом. Первый – это административно-хозяйственная наша деятельность, это состояние филиала, это состояние холода и условия, в которых работают сотрудники. У нас на сегодняшний день эта проблема остро встала в декабре 2016 года, и с января месяца там работы начались. На этой неделе, в начале этой недели у нас было 15 градусов внутри ВСП. До конца недели температура, по нашим прогнозам, поднимется выше 20 градусов, что является уже комфортной для работы и для обслуживания населения. Что касается остальных вещей, таких как
там проблемы были по входной двери. Это весь ремонт запланирован на первый квартал, и первым приоритетом будет сделан, и работа закончится в марте месяце полностью по поселку Уснера. Что касается штата, сотрудников, там он укомплектован, люди работают, за исключением там форс-мажорных обстоятельств, там, когда больничные или еще какие-то вещи. В таких случаях мы командируем из Якутска подменных специалистов. Например, когда было с Фиабанком летом ситуация, как бы там у нас от 2 до 3 специалистов в разные периоды были командированы для обслуживания населения. Что касается банкоматов и устройств самообслуживания, 5 банкоматов установлено, 5 устройств у нас в Уснере, это 3 ВСП в филиале и 2 во внешней сети. Ответил или нет, но в среднем доступность этих устройств у нас рассчитывать следующим образом: количество устройств и количество времени, которое должно отработать, не менее 93%. На сегодняшний день по Уснере конкретно 94%, то есть в нормативе, но зная эту ситуацию и то, что население и мы обеспокоены вопросом доступности именно в Уснере банковских услуг, во-первых, там постоянно ведутся работы по совершенствованию, и во-вторых, сейчас рассматривается вопрос по организации дополнительно зоны 24 в филиале. Ну, зона 24 – это, знаете, круглосуточная зона, в которой находятся банкоматы и платежные терминалы, которые мы планируем там организовать. Ну вот в письме еще наши коллеги пишут, что только 2 специалиста в отделении Сбербанка. Хватает ли этих 2 специалистов, и, может быть, в будущем планируется увеличить количество сотрудников? Ну, 2 специалиста. Такие ситуации, я говорю, были из-за форс-мажорных обстоятельств, там, таких как больничных там, и прочих. Мы направляли подменных. Исходя из штата 6 человек, если они все будут работать, а сейчас, если у нас ситуация выправится с условиями труда, то этих единиц будет, мы считаем, по нашим прогнозам достаточно, но дополнительно мы пристальное внимание сейчас к операциям по Уснере внимание уделяем, смотрим нагрузку, и в случае реальной необходимости мы будем действительно рассматривать возможность увеличения штата. А по количеству рабочего времени? С 10 до 15:30 нам пишут наши коллеги, работает Сбербанк по понедельникам, вторникам и в среду. Я не понял вопроса. Ну, наши коллеги пишут, что в отделениях Сбербанка всегда длинные очереди, это при том, что только 3 дня в неделю работает само отделение, и с 10 часов до 15:30. Понятно, как бы здесь вопрос в нескольких плоскостях. Первый – это действительно вещи, связанные с наличием сотрудников, которые должны находиться на работе, а не болеть. Это первое. И второе – это работа автоматизированных систем, которая зависит от в целом инфраструктуры связи на этой территории. Поэтому, ну, для примера, проведения операции какой-нибудь стандартной, что-то вроде выдачи наличных в Якутске, и проведение этой операции в автоматизированной системе, это время не равно той же самой операции в Уснере, из-за того, что канал связи там не позволяет достаточно быстро работать программу. Поэтому, исходя из текущей нагрузки, пока мы собираем статистику, и вот по итогам вот этого анализа будут приняты дополнительные решения по либо увеличению времени работы, либо изменению штатного расписания, ну, и подобных вещей. Понятно. Судя по обращениям, проблемы у нас не только в Аймяконском районе, но и в Верхоянском. Письмо из Батагая нам отправила Майя Горохова, это главный редактор газеты «Вести Верхояне». Сложная ситуация. В очереди в банке жители 17 наслегов этого района. Большинство жителей переведены именно зарплатной системой в Сбербанк. И получается, что все жители отдаленных районов должны приезжать за наличными деньгами в центр. И очень длинные очереди также пишут. Также здесь сложилась такая ситуация, что банкоматы очень часто не работают, и жители районов отдаленных отдают карты своим
односельчанам, чтобы они, выезжая в райцентр, получается, взяли наличные средства, но так как банкоматы бывают в неисправном состоянии, им приходится обращаться непосредственно сотрудникам банка, но это должен обращаться только держатель карты. Вот как быть в этой ситуации, учитывая, что некоторым приходится выезжать в районный центр, который находится за 100 километров от дома? Я понял вопрос. Как бы прокомментирую его таким образом, расскажу, немного забегая вперед о том проекте, который мы начинаем в 2017 году и уже пилотируем на одном из поселков. Этот проект у нас называется «Безналичный мир». Что он означает? Мы выделили 4 основных потребности населения. Первая потребность – это получение зарплаты. Мы ее удовлетворяем известными всем инструментами, такие как банковские карты, зарплатные проекты, вам перечисляют деньги, деньги приходят на карту. Здесь ничего нового. Вторая потребность – это потребность в покупках, в магазинах, на автозаправочных станциях и прочих торгово-сервисных организациях. Здесь тоже инструмент известен – это посттерминалы Сбербанка, где с помощью карты можно купить все, что вы хотите. Третья потребность – это вот такие вещи, о которых вы как раз говорите, когда расчеты между населением лежат в плоскости покупки, продажи каких-то товаров собственного производства, и когда люди и участники не являются индивидуальными предпринимателями. Здесь 2 инструмента наших – это переводы по мобильному банку, с использованием мобильного приложения, либо шаблона в формате СМС, либо Сбербанк онлайне, на компьютере, либо, как я уже сказал, в телефоне. И 4-й блок – это блок регулярных платежей, где такие потребности, как оплата коммунальных услуг, садик, школа, задолженность за электроэнергию и прочие услуги. Здесь существует у нас услуга автоплатеж, которая эту потребность тоже закрывает. И здесь мы пошли дальше. И в таких ситуациях, о которых вы говорите, есть вещи, такие как когда в населенных пунктах люди, что называется, берут под запись какие-то продукты или товары. Здесь этот проект будет работать так. Вы, как индивидуальный предприниматель, записали в свой блокнот, что я взял у вас товаров на сумму 1000 рублей. Также сделали все присутствующие в зале. В конце недели вы в администрации данного населенного пункта посредством Сбербанк Бизнес онлайн формируете реестр в простой форме и все помощь методологическая по формированию реестра, по подключению автоплатежа вам будет осуществляться через наш колл-центр. Вы приходите, отправляете этот реестр через администрацию, и мне на следующий день, либо в указанную дату приходит сообщение, как по автоплатежу, магазин «Улыбка», 1000 рублей, спишется у вас. Вот как раз-таки, говоря об онлайн-оплате, жители нам пишут, что операции через Сбербанк онлайн невозможно, так как интернет плохо работает в этих районах, а в отдаленных поселках его и вовсе нет. И отовариваться через карту могут только в райцентре, и то в 2 магазинах. А вот как раз-таки индивидуальные предприниматели считают это нерентабельным и только берут наличный расчет. Нерентабельным считают установку Оплату терминалов. через карту, оплату через карточки. Вот ту ситуацию, которую я вам сейчас представил, здесь комиссия не возникнет ни для вас, ни для меня. Это вопрос, ответ на вопрос номер 1, на вопрос номер 2, и телефоны наши, и банкоматы, все базируется на инфраструктуре связи. И если ее в этих районах нет, то этот вопрос не совсем в плоскости вопрос, Сбербанка да. Лежит. Поэтому мы очень заинтересованы в развитии именно этого проекта «Безналичный мир», и для этого нам необходима помощь смежных структур для того, чтобы эту инфраструктуру связи организовать, а дальше уже с помощью наших инструментов наши услуги, и в целом банковские услуги станут доступны для населения в любой точке республики. Следующий вопрос тоже отчасти относится к вам. Это снятие наличных денег через отделение почтовой связи. То есть у нас в районах республики существует такая услуга, но жителей не устраивает то, что можно за раз снять только сумму не более 5000 рублей.
рублей, а повторная операция возможна через полчаса только. Вот возможно ли увеличить какую-то сумму, либо по времени операции уменьшить? Ну, наличные с наших счетов через почту снять нельзя. То есть это другой банк, Наверное, да? другой банк, да. Хорошо, спасибо. На сегодняшний день вы сказали, что очень много вообще у нас отделений Сбербанка по всей республике. А вот в ближайшее время в каких районах у нас откроются еще филиалы? Открываться в 2017 году мы не планируем. Мы планируем работу по автоматизации. Как я уже сказал, 17 филиалов будет автоматизировано. Ну и предвосхищая, наверное, следующие вопросы о закрытии филиалов, тоже скажу, что ни одного филиала закрыто у нас не будет. В рамках комплексной программы, подписанной между президентом банка и главой республики, закрываться не будем. К нам поступают вопросы касательно Россельхозбанка. Планируется ли у вас открытие в этом году в труднодоступных населенных пунктах своих филиалов? Ну, в целом я начну издалека, вот, в части вот, обслуживания, сервиса клиентов, да, в целом. Весь мир, скажем так, да, работает на безналичным расчетом, да, по безналичным расчетам. Наличка, она как бы считается для банков очень дорогое удовольствие, ну, для любого банка, доставка, страховка, как обслуживание, да. Поэтому все мероприятия, ну, у всех банков есть хорошие сервисы, ну, у любого, в частности, у Россельхозбанка тоже очень хороший сервис в части там оплаты услуг, ЖКХ, коммунальные услуги. Поэтому в целом вот проблема в части вот обслуживания, ну, в банках, да, она возникает не только вот связана как бы с уходом банков или, скажем так, отсутствием банкомата, а в целом эта проблема связана со связью. Ну, в эпоху интернета как бы все сервисы идут через интернет. Если как бы у человека хороший доступ к интернету, он может процентов 70 всех своих платежей оплачивать вот, ЖКХ, детский сад, налоги. Все эти платежи он может, как бы не выходя из дома, может оплачивать. В принципе, тут два варианта возникают. Первый – это доступность к интернету, к связи, да. Второй вариант – это финансовая грамотность наших граждан, да. Вот чтобы как бы научиться, вот в принципе как бы это как предложения идут, они на уровне инстинкта, ну, как бы определяется. Но все равно какая-то грамотность нужна в части там, поставщиков, оплаты, счетов, вот этих моментов. Да? Поэтому все эти причины возникают только из-за две причины. Это связь, вторая – как бы определенные трудности населения в части вот, оплаты услуг. Поэтому вот в части вот открытия, учитывая, что кризисная ситуация, вот у всех банков стратегия сохранения, да? Нет стратегии развития в целом по рынку. Поэтому открытия новых офисов пока в Россельхозбанке нету. Но офисы тоже у нас, как бы ни один офис мы не закрываем, но в то же время хотелось бы, чтобы наши клиенты больше пользовались дистанционными каналами как бы, услуг в части там, мобильный банк-клиент, интернет-банк-клиент, банкоматы. Ну, как бы банки идут навстречу клиентам вот, по всем этим мероприятиям. Надо только пользоваться. Конечно, хотелось бы со стороны вот нашей, скажем так, организации связи, там, чтобы у нас была хорошая стабильная связь, чтобы у нас эти приложения работали. Николай Владимирович, тоже к вам вопрос. У нас поступают вопросы из Эвено-Бутантайского района. Наталья Попова, главный редактор местной газеты. Спрашивают, почему закрыли кредитные отделы в этом районе? Здесь как бы, вопрос лежит в плоскости что такое кредитный отдел в той форме, в которой раньше существовало. Это выделенная структура внутри банка, которая занималась кредитованием населения. Тем не менее, с оптимизацией наших процессов и где-то с оптимизацией численности весь спектр услуг, которые раньше мы предоставляли, он доступен и сейчас. Вот я тут подготовил небольшую аналитику. Так,
Несмотря на то, что у нас в некоторых ВСП и в некоторых филиалах отсутствуют менеджеры по продажам, которые кредитуют, практически все филиалы имеют право принимать заявки на кредиты. Эти заявки обрабатываются немного по другой схеме, но тем не менее как бы конечный результат остается тот же. Человек кредит получает. Поэтому дополнительно как бы мы можем разослать вот этот перечень филиалов, которые кредитуют, несмотря на отсутствие менеджеров. Поэтому здесь как бы вопрос стоит в том, что если кредитный отдел сократили, но отвечаю, что кредитовать Услуга мы все еще продолжили. существует, Да, да. да. Просто в одном из вопросов, да, читателей звучал пример как раз-таки на эту тему, где там, опять же, какой-то человек сказал брату, сестре, что он где-то был, и там ничего у него не получилось. Как бы в таких ситуациях хочется разобраться более подробно, поэтому если есть реальные примеры, то как бы мы готовы их рассмотреть. Ну, как бы из практики я вам говорю, что в принципе кредитуют многие филиалы, и таких проблем у населения не возникает. Спасибо. Ну, я думаю, что у наших коллег тоже возникли вопросы. Полина, Алексей, пожалуйста. Вопрос поступил. Микрофон. Вопрос поступил из Алдана, города Алдан, Васильева. Почему в разных регионах страны отличаются ставки по предоставленным кредитам? Например, в Краснодарском крае они ниже, чем в Якутии. Это кому вопрос? Ну, Давайте я отвечу. Здесь ставки не зависят от региона, зависит от платежеспособности и прочих факторов касательно конкретного заемщика. Поэтому как бы ставки устанавливаются индивидуально, не исходя из региона, а исходя из человека, который обратился, поэтому, возможно, они отличались. Я дополню, да, потому что в целом вот решение по ставкам, ну, фондирование, она везде одинаковая. Она может различаться только, ну, как бы сказано, финансовое состояние предприятия, да, первое. Второе, это может быть от срока кредита. Третье, может быть, от обеспечения. Поэтому факторов очень много, и сравнивать один и тот же кредит, ну, как бы между регионами, они как бы некорректно. Она, в принципе, по всей России ставки одинаковые. Нет зависимости от региона. Если можно, я добавлю, вот если конкретно по Сбербанку, то ипотечные программы Сбербанка, они предусматривают как бы, да, вот, ну, разные ставки для разных регионов. И Якутия всегда входит в число перечня регионов, в которых пониженные ставки, то есть по сравнению с другими регионами. Буквально вот до позавчерашнего дня мы выдавали ставки по акции для застройщиков, да, вот это специальная акция для ряда регионов была. И мы выдавали ставки, ипотечные ставки у нас были 11,5%. То есть, ну, как бы Якутия, наоборот, как бы выделяется в число регионов, так как у нас очень активно развивается ипотечная программа. То есть, в принципе, как бы Сбербанк идет навстречу вот, якутянам, можно сказать так. Спасибо. Алексей, у вас есть вопрос? Вот, насколько я отметил, представители обоих банков ссылались на плохую связь в отдаленных районах. Вот. В связи с этим возникает вопрос, а какие меры взаимодействия у Сбербанка, в частности у Россельхозбанка, какие-то совместные программы с тем же Министерством связи, чтобы устранить вот этот недостаток? Какие-то, может, осуществляете совместные мероприятия или проекты? Имеются у вас? Нет, мы просто вот как любые банки и любые предприятия, да, мы пользуемся вот той инфраструктурой, которая есть. Мы как бы не можем диктовать условия компаниям связи, которые устанавливаются. Зачастую это же такие проекты являются государственными, ну, строительство оптоволоконной сети там, или еще какие-то такие мероприятия. Поэтому только вот мы как пользователи по большей части. А совместных проектов вот таких нету, но по большей части эти проекты все государственные, частное партнерство или же непосредственно государственная работа. Ну, ответ понятен, то есть пользуйтесь тем, что есть. Да. И... Да, просто-напросто вот для банка вот проведение связи это не целевой ориентир. Это вот просто разные направления. Вот компании связи, они как бы у них работа по проведению этих оптоволокна,
установка оборудования, и банки никак не могут влиять на эти компании. Разве что могут там какие-то разовые мероприятия. Но в целом для банка, например, не целевой ориентир, чтобы было везде связь, да? А это целевой ориентир для компаний связи, для самих. Ну, чтобы были хорошие условия как бы для клиентов. Понятно, спасибо. Василий Васильевич, также к вам вопрос от жителей Верхоянского района. Пишут нам, что когда-то была информация, что откроется филиал в этом районе. Вот что по ней? Будет открытие? Нет, на текущую дату такого проекта нету. В Верхоянске мы не планируем открытие дополнительного офиса. Это связано с общей экономической ситуацией в стране. Хорошо, спасибо. Идем дальше. У нас следующее письмо из Тампонского улуса, пишет собственный корреспондент Ясия Евдокия Неустроева. В районе есть отделение Россельхозбанка, но есть вопросы к режиму его работы. То есть он открывается в 9 часов, а в 14:30 уже завершается работа, но при этом с 12 до часу дня у работников время обеда. Ну, в целом эта проблема была до 1 февраля. С 1 февраля у нас полный... До вчерашнего дня как раз. Да, полный рабочий день работает. Ну, как бы с 9:30 до 5:30. Ну, как бы, поэтому проблем не должно быть. Угу. А что касается банкоматов, планируется установить в торговых центрах, в магазинах крупных? Ну, у нас есть программа по банкоматной части определенной, да, но, скажем так, больших объемов, сразу могу сказать, не будет, да, вот, ну, пару банкоматов до офиса мы обязательно поставим в этом году. Спасибо. Теперь вопрос представителям Сбербанка. Пишут нам из Алекминского улуса главный редактор районной газеты «Алекма» Дарья Тимофеева. В районе у нас только один банкомат, который то работает, то не работает. И планируется ли также установка в крупных торговых центрах в этом городе? Также пишут, что если банкомат у нас неисправен, то приходится ждать специалиста из Хабаровска. Так, ну, по Алекминскому району дополнительной установки банкоматов тоже не будет. Конечно же, если есть такие моменты технической неисправности банкоматов, они устраняются по возможности оперативно, но откуда информация, что там из Хабаровска эти люди, мне неизвестно. Ну, в основном сокращение, которое у нас было банкоматов, сети банкоматов в 2015 году, это связано с тем, что подразделения вневедомственной охраны были закрыты во многих районах. Ну, как бы исходя из совокупности факторов, я думаю, что ни один банк не сможет ставить дорогостоящую технику и грузить в нее огромные суммы наличности там, где эти устройства не охраняются. С точки зрения работоспособности, работы наши по совершенствованию этого процесса ведутся и непрерывно. Я так полагаю, что с этим в ближайшее время не будет проблем. Хорошо. С тем, что стоит. Далее у нас вопрос из Момского района. Мира Старкова, главный редактор местной газеты. В МОМе пишут, сложилась ситуация. Сложная ситуация была в прошлом году. Сейчас нормализовалась. Терминалы и банкоматы. Главная вот проблема только в здании банка. Тоже хотят в магазинах и в торговых центрах. Ну, скорее всего... Скорее всего, в магазинах, торговых центрах дополнительной техники установлено не будет, исходя из причин, которые уже озвучивались неоднократно на этом круглом столе. Но если автор вопроса здесь смотрит нашу трансляцию, то, о чем я говорил в начале, как проект «Безналичный мир», я думаю, что он с его развитием какие-то потребности закроются, в том числе и в этом районе. Спасибо. Коллеги, ваши вопросы? Из Усьмайского района пишут, что, как и везде, нет кредитного отдела, большое сокращение там произошло, и в Насликах нет отделений и банкоматов Сбербанку. Можно уточнить район какой? Усьмайский. Жители спрашивают, интересуются.
Ну, как бы изначально в рамках своего выступления, я так понимаю, что я отвечал уже на подобный вопрос, но давайте еще раз я расскажу о том, что, несмотря на то, что нет кредитных отделов, кредиты оформлять люди могут практически во всех отделениях, но в Усть-Майском точно. Спасибо, Алексей. Коллеги, если позволите, немножечко добавлю по банкоматам. Да, пожалуйста. Действительно, у нас вот была проблема, очень много запросов поступало в Сбербанк по поводу того, что закрывались банкоматы. Я хотела немного подробнее рассказать об этом. До 1 октября 2015 года наши банкоматы, которые стояли в отдаленных северных районах, в магазинах, в торговых центрах, которыми пользовались жители, эти банкоматы обслуживались. То есть у нас есть регламент, по которому обязательно все сопровождение загрузки и выгрузки денежных средств в банкоматах должно сопровождаться отделами вневедомственной охраны. Но с 1 октября 2015 года из-за того, что вот эти отделения были сокращены в отделах, в районах, точнее, отделы МВД, мы столкнулись с проблемой, что нам некому сопровождать банковские ценности при работе с банкоматами. И поэтому Сбербанк вынужденно закрыл банкоматы, то есть ряд банкоматов, которые располагались в торговых центрах и магазинах. Но это была вынужденная мера, потому что в том числе безопасность наших сотрудников, которые осуществляют загрузку денег, зависела от этого. И что мы делаем сейчас? Сбербанк, он очень активно ищет на местах, в районах, службы, которые могли бы сопровождать, то есть, попросту говоря, тоже как службы вневедомственной охраны. И если, так как эта проблема очень насущная, если мы найдем такие отделы, если, возможно, правительство сможет как-то помочь в плане того, что предоставления то есть нахождение таких служб, то, конечно, мы будем делать все возможное, чтобы наши устройства самообслуживания работали для наших клиентов там, где им это удобно. Спасибо. Опять-таки к вопросу охраны. Я так понимаю, у Сбербанка существуют какие-то внутренние инструкции, которые не дозволяют заключать договоры охраны с негосударственными охранными организациями. Я правильно вас понял, да? Только государственные структуры могут, в частности, отдел вневедомственной охраны Росгвардии. Нет, частные охранные предприятия тоже у нас участвуют в подобной схеме, но в тех местах, о каких Жанна сейчас говорила, там нет даже их. Даже ЧОПов не существует. Спасибо. Понятно. С Верхнеколымского района также нам пишут, тут также проблемы по неисправности банкоматов. Чаще всего работает в поселке Зырянка только один терминал выдачи наличных средств. И, может быть, у банка есть планы подготовки специалистов для устранения таких причин, чтобы не ждать, предположим, специалистов из Якутска или из Хабаровска? Из Хабаровска никто не ездит, не летает. В одном поселке нам сказали, что из Хабаровска они всегда ждут специалиста. Сотрудник банка, который работает с населением в части операций и в части кредитования, это несколько другой профиль сотрудника, нежели тот, который призван чинить технику. Поэтому, и компетенции, я думаю, что очень будет тяжело развить у одного человека две разные направленности. Поэтому по обучению таких планов нет. По совершенствованию процедуры и по ускорению времени от поломки до ремонта здесь постоянно совершенствуемся. Да, и как раз-таки по срокам устранения этих проблем там есть какой-то срок? В течение 5 дней с момента поломки? Или это в течение месяца может исправляться? Это все зависит от географического положения того устройства, которое сломалось. Поэтому конкретно этот случай я сейчас не могу прокомментировать. Но в целом, конечно же, нормативы наши внутренние есть. В целом они выдерживаются. Хорошо, спасибо. Коллеги, у вас еще есть вопросы? Пенсионерам из Сулусов тоже интересует такой вопрос, что в Сбербанке была программа по приумножению пенсий. Работает ли эта программа сейчас? Это, наверное, говорится о программе софинансирования, когда это государственная программа тоже, которая свое действие завершила. В каком году я сейчас не помню, но для пенсионеров, скорее всего, уже нет, но вообще сейчас у Сбербанка есть
индивидуальные пенсионные планы, которые позволяют сейчас людям в зависимости от возраста, когда они присоединятся к этой программе, там, не то чтобы удвоить, там дополнительный доход достаточно серьезный получается. И, ну, расскажу для примера, вот Розалия 25 лет или 20 лет Розалия, она сегодня идет в Сбербанк, присоединяется к программе, оформляет индивидуальный пенсионный план и вносит в месяц от 1000 до 3000 рублей. В случае, если она вносит 3000 рублей в месяц, то на момент выхода на пенсию ее пенсия относительно той, которая будет назначена государством и там, с учетом разных инвестиций, увеличится дополнительно на 32 тысячи рублей. Ну, там индивидуальные расчеты, я вам сказал, в среднем как бы, в районе 30 тысяч, поэтому как бы, я сейчас многим предлагаю на эту тему задуматься, небольшие суммы, 1000 в месяц, там, либо 2000, зато на пенсии это существенное подспорье для дальнейшей жизни. Еще вот один вопрос поступил, да, из Верхнеколымского жителей, да. Планирует ли открытие филиалов в райцентрах Россельхозбанка? В каком улусе? Верхнеколымский. Нет, не планируется. А в каких планируется? Ну, вообще нигде не планируется пока. В этом году только сохраняются Да, те уже это филиалы, в целом которые это работают. стратегия в банковской сфере. Как бы по сохранению, по развитию пока нет. Алексей, у вас есть вопрос? Ну, у меня скорее общий вопрос представителям обоих банков. Как вы сами объективно оцениваете деятельность филиалов, ваших филиалов в отдаленных районах, в улусах? Ну, опять-таки, шкалу оценки можете на свое усмотрение выбрать. Кто начнет? Как бы у нас таких филиалов практически нет удаленных, и проблем таких никаких нету. Ну, в части там выдачи заработной платы, там везде банкоматы есть. Не только мы присутствуем на Сбербанке, еще другие банки. Поэтому, я так полагаю, это в основном проблема в северных улусах, да, получается, и восточных улусах, где только единственным представителем Сбербанка эта проблема существует. А в остальных улусах, я так по вопросам посмотрел, нигде нету проблем. Поэтому я считаю работу Россельхозбанка на высоком уровне. Мы удовлетворяем все потребности наших клиентов и в кредитах, и в депозитах, и как бы получение зарплаты через наши банкоматы. У нас банкоматы практически не стоят, ну, как бы всегда работают, потому что доступность есть, и как бы логистика хорошая. Ну, в основном у нас филиалы Вилюйская группа улусов, 3 улуса, и Заречная группа улусов, ну, Ленский и Люгминск. Поэтому на хорошем уровне. Спасибо. Как работает, оценка работы у нас производится по многим показателям. Я вкратце как бы скажу, что Сбербанк единственный из банков в России осуществляет, скажем так, социальную некую функцию, миссию, которая призвана обеспечивать доступность банковских услуг в труднодоступных районах, где очень серьезные проблемы есть и с логистикой, и с климатическими условиями, и с прочими. Поэтому, как бы, зная это, мы с этим работаем, постоянно совершенствуемся. В каких-то местах эта работа продвигается чуть быстрее, в каких-то местах мы вещи эти знаем, как по Уснере, и сказал, что уже многие из них будут там к февралю закрыты, вопросы проблемные, поэтому ну, тоже в целом я неплохую оценку даю. Я еще хотел добавить, если вопрос больше не поступает, вот хотел еще тоже относительно оценки и наших инноваций рассказать, особенно в районах Якутии. У нас 23 сентября 2016 года запущен проект, это школьная карта в Татинском улусе, где в средней школе теперь ученики платят с помощью школьной карты за обеды, завтраки. По этой же карте они входят в помещение школы, одновременно с этим родителям приходит СМС-оповещение о том, что там сын, ребенок
находится в школе, когда он уходит, когда приходит. Плюс они с помощью вот этой системы могут контролировать его траты, они знают, что он не ест чипсы, а ест полезные продукты из столовой. И вот этот сервис и вот этот пилот, он уже работает в районе, он достаточно успешен. Поэтому вот как бы делюсь такой инновацией, которую мы планируем в случае каких-то дополнительных там вещей по каскадированию этого проекта, может быть, даже распространить на другие школы. Плюс, еще раз, я вначале говорил, и сейчас остановлюсь еще кратко о том, что много вопросов от населения поступает касательно техники, там это терминалы, банкоматы. Хочу напомнить о том, что широкая сеть у Сбербанка посттерминалов в магазинах, то есть здесь как бы я призываю, во-первых, всех клиентов наших обслуживаться по картам, как бы наличные деньги, они сейчас, скажем так, уже не в моде, тем более там, где их действительно трудно достать. И если есть индивидуальные предприниматели, у которых есть какие-то внутренние ограничения, чтобы установить подобную технику, ну, здесь у нас гибкий подход к каждому, поэтому, как бы, если есть такие, скажем так, наиболее популярные точки концентрации, да, клиентов в каких-то там районах, то мы можем по обращению граждан рассмотреть возможность там связаться с предпринимателями и поставить им наши терминалы. Поэтому прошу здесь как бы всех проявить активность. И третий вопрос, который я хотел задеть, да, как бы такой достаточно острый, и в рамках круглого стола, я думаю, что он более чем уместен, потому что у нас тут СМИ присутствуют, многие люди нас смотрят. Вот в последнее время, ну, начиная с 2015 года, как мы говорим о том, что у нас есть проект «Электронная деревня», мы говорим о том, что у нас есть вот, там, проект «Школьная карта», достаточно инновационные и сложные продукты, которые, в принципе, они выводят обслуживание на новый уровень. Но вместе с тем мы сталкиваемся с такими вещами, как распространение информации, скажем так, не соответствующей действительности. Ну, из примеров я могу сказать, что в конце года и в начале года участились там случаи распространения в различных социальных сетях, в группах, а где-то даже и в определенных средствах массовой информации, информация о том, что, там, ну, из примеров, там, банкомат Сбербанка выдал купюры, которые не являются билетами Банка России. Ну, как бы я говорю о том, что эта информация не соответствует действительности. По каждому такому факту у нас проводятся служебные расследования с привлечением службы безопасности банка, в некоторых службы правоохранительных органов. И ни один подобный случай, не остался без внимания, не был подтвержден. Поэтому, как бы, если мы говорим о том, что давайте развивать в районах удаленные сервисы и делать доступнее банковские услуги, и в то же время мы отправляем там какую-то информацию, где банкомат что-то там непонятное выдал. Поэтому здесь нужно в двух направлениях идти. Мы как банк уже сделали первый шаг и продолжаем делать шаги. Поэтому вот я хочу обратиться к населению и ко многим представителям СМИ, что если есть такие острые моменты, давайте их обсуждать совместно с банками, относительно которого эта ситуация произошла. И уже если какую-то информацию давать людям, то уже после расследований, чтобы она была 100% объективная. Вот Спасибо. такое обращение. Коллеги, добавлю два слова по основной теме нашего сегодняшнего обсуждения. Да, вот эта проблема доступности банковских услуг в отдаленных районах Якутии, она сформировалась не сегодня, не за один день. Это как бы проблема, которая формировалась годами. Ну, сами понимаете, мы прекрасно знаем, в какой республике живем, насколько она большая, какие вообще есть проблемы на северах, да, вот по части транспортной доступности, логистики, каналов связи, да, вот неустойчивого интернета. Ну, вот, действительно, вот как Розалия правильно отметила, во многих районах даже нет интернета вообще. То есть, соответственно, то, что вот наши сервисы, онлайн-сервисы очень активно развиваются. Сегодня в России 90% клиентов Сбербанка все свои операции осуществляют онлайн. Начиная от оплаты мобильной связи, да, которая автоматически происходит, до оплаты ЖКХ, оплаты, ну, буквально вот проведения переводов. Естественно, наши села, которые на северах есть, такими как бы, ну, вот, бонусами как бы не могут не пользоваться. И да. не могут пользоваться. Только вот из-за того, что у них нет, допустим, интернета. Мы все это прекрасно понимаем, но Сбербанк, вот как организация социально ответственная, понимающая, что вот действительно мы единственные присутствуем на северах,
и от нас зависят люди, которые получают пособия, пенсии и так далее, мы очень активно ищем альтернативные каналы обслуживания. Это то, о чем сказал Николай Владимирович. Это вот в том числе проект «Безналичный мир», в том числе это вот различные вот школьные карты, да, для детей, чтобы люди как бы перестали пользоваться, ну не перестали пользоваться наличными, а вот как бы более удобные каналы. Минимизировали, да? Минимизировали, да, потому что это очень удобно, потому что можно действительно сегодня выйти из Якутска с одной картой и расплатиться ею и в такси, в том числе, и где угодно. То есть это очень удобно. Мы хотим, чтобы наши клиенты, которые далеко живут от центра, тоже этими удобствами всеми пользовались. Но для того, чтобы мы могли это осуществить, нам нужна поддержка государственных органов, нам нужна поддержка телекоммуникационных компаний, которые бы обеспечили нам удобные каналы связи для того, чтобы мы могли вот это все осуществить. Потому что мы действительно в этом году не планируем закрывать ни одного офиса в малой сельской сети Сбербанка. И мы вот очень активно ищем действительно пути выхода, да, вот из того, что вот мы имеем, то, что банкоматы закрываются, и то, что как бы офисы, возможно, в отдаленных районах работают только в райцентрах, ну и ограниченное количество времени. Поэтому мы вот сегодня пришли на круглый стол для того, чтобы обсудить эти проблемы, для того, чтобы заявить, что Сбербанк открыт, он знает о проблемах, он хочет найти пути решения этих проблем, и в том числе во взаимодействии с госорганами, во взаимодействии с другими предприятиями, с другими банками, возможно, потому что сообща мы сможем решить эти проблемы. Я в этом уверена, как бы и руководство якутского отделения Сбербанка тоже настроено на решение этих проблем. Спасибо. Что ж, спасибо, и мы благодарим наших коллег, редакторов районных газет, авторов писем и, конечно, гостей нашего сегодняшнего круглого стола. Надеемся, что в скором времени те проблемы, которые есть у нас в районах, они решатся, и жителям будут доступны все услуги, которые существуют на сегодняшний день. А для зрителей, у кого остались вопросы по теме, мы еще вернемся к этой теме и в ближайшем номере газеты «Якутия». Спасибо за внимание. Всего доброго и до свидания.